С вами смотрели прекрасный наш сюжет, наши гости уже с нами. Сразу спешу вам представить, так как у нас народный образцовый ансамбль «Улыбка», у нас сидит художественный руководитель Соломко Ирина, отличник культуры образования Кыргызской Республики, также выпускницы 23-го года ансамбля «Улыбка» Мирим и Вероника. Здравствуйте. 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 Как вы до нас доехали? Хорошо. Хорошо. Не сложно ли было нас с раннего утра найти? Да нет, конечно. Потому что мы здесь у вас не впервые. Ну тем более тогда, да, уже все знаете. Давайте тогда я сразу начну к вам с вопросов, да. Первый вопрос вам. Что, на ваш взгляд, отличает «Улыбку», да, ваш ансамбль, от других ансамблей по стилю, либо подаче, или по художественному подходу? Ну, вообще, это очень сложный, конечно, Да. вопрос. Ага. Но, наверное, ансамбль отличается репертуаром. То есть в ансамбле насчитывается более 100 хореографических композиций, и они все очень разные по характеру. Безусловно, мы танцуем киргизские танцы, мы танцуем русские танцы, но у нас в репертуаре очень много узбекских танцев, кавказских танцев, современная пластика. Музыку берем классику, то есть это музыка Баха, Вивальди, вот Штраус, полька, вальсы. Ну, в общем-то, я хочу сказать, что у нас в репертуаре есть ирландский танец, сиртаки. Ну, вот к великой моей гордости и как бы и всегда все радуются, что концерт он такой очень получается разноплановый. Вот У нас сейчас, да, извините, вот как раз мы узнали немного малую часть от вообще ансамбля «Улыбка», а как раз в это время наши гости нам еще подготовили сюжет про танцы. Давайте сначала посмотрим, а потом вернемся к нашим гостям. В детстве, а может во сне, Алис на крыше гнезда для любимой свил по весне. Чудился мне он из странствия тайник, символом верной любви. Люди, прошу, не вспомните случайно аистовы. Люди, прошу, потише, потише. Гнездо своей стройком ночью и днем бережет. Ну, а в том доме под крышей девчонка счастья так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, поверьте друг другу и мне. А есть на крыше счастье под крышей и на земле. Люди, прошу, потише, потише.
А мы вот посмотрели очень интересную композицию. И мне сейчас самой стало очень интересно. Расскажите, когда это было? Вот полностью расскажите, пожалуйста, про эту композицию. Ну, эту композицию мы танцевали буквально вчера. Это на сцене Национального центра СИТЭК. И это концерт посвящен Дню защиты детей. И сейчас на всех концертных площадках делается очень много концертов, связанных именно, посвящается детям. Вот эта композиция идет на песню Софии Ротару «Аист на крыше». Это знаменитая песня. Ей, конечно, очень много лет, но она актуальность свою не теряет. И эта композиция, она завершает гала-концерт, который делают коллективы Национального центра СИТЭК, а это завершающий номер. И после этого идет песня «Солнечный круг». Ну вот, в общем-то, вот так. То есть и сегодня будет этот концерт, и завтра, да, и поэтому... Именно эта композиция или вообще в целом вы имеете в виду? Ну, это, да, это выстроен концерт, и этот концерт его будут трижды танцевать. 3 Ну раза. как, да, да. И Ага. сегодня вот мы после вас пойдем на концерт, будем танцевать. А сегодня где у вас пройдет? Там же, там же же, в СИТЭКе, да, да. Мгм. Только других И завтра детей. тоже. Да. Мгм. А как часто вы вот даете выступления, часто выезжаете на фестивали со своей командой? Ну, концертов, конечно, очень много, потому что это национальный центр СИТЭК, вот, и мы с очень многими сотрудничаем, и фондами, и, то есть, очень существует много проектов, и, ну, и, конечно, мы выезжаем на конкурсы, на фестивали. И, ну, вот, наверное, девочки, наверное, расскажут, потому что вот они непосредственно и принимали участие, и ездили, поэтому... Хорошо, давайте тогда в этот же момент уже перейдем к нашим девочкам, да? Вам такой вопрос. Не могли бы вы поделиться со своими некоторыми из ваших самых таких заветных воспоминаний вот во время, когда вы были в ансамбле «Улыбка»? Конечно, это когда мы были совсем маленькие, это первое впечатление, когда выходишь на сцену, вот оно непередаваемое. То есть, ну прям вообще супер. Эти Когда волнения, да, да, перед сценой, когда вот за кулисах стоишь и думаешь, вот ты скоро выходишь на сцену, и такое огромное волнение, и ты думаешь, что забываешь весь танец, и когда выходишь на сцену, музыка улавливает тебя, и как бы вот. Первое ваше воспоминание это какой-то страх, да, было? Да, больше всего, А да. сейчас как вас? Сейчас уже... Уже страха нету, спокойно выходите? Есть такой страх немного, но больше кайфуешь от того, что ты танцуешь. Да. Да. Нежели чем какой-то, да? Да. А как повлияло на ваш именно на личный рост, на карьерный рост, я бы хотела еще спросить? Ну да, со временем вот все-таки, да, карьерный рост он имеется. Это огромный опыт, это благодаря фестивалям особенно, благодаря выступлениям, это социальное общение тоже. То есть нарабатывается, да, какой-то опыт, какой-то карьерный рост, я бы даже так сказала. А вот вы, как вы считаете насчет карьерного роста? Ну, я вообще хочу сказать, что ансамбль, он как бы ставит задачу, чтобы дети, они, ну, во-первых, ансамбль – это коллективное творчество, и ансамбль дает, ну, это детей учит дисциплинированности, организованности, чувства ответственности, сплоченности. То есть мне кажется, что мы даже в детях больше формируем, даже это в помощь и родителям, и семье, и дети, которые ходят в ансамбль, они отличаются от тех детей, которые не занимаются в таких коллективах. То есть существуют традиции, дети, танцуя вот такие проекты, День независимости, даже день ребенка, там, 8 марта.
То есть они даже приобщаются в какой-то степени к истории, они больше начинают понимать, какие есть праздники в Кыргызстане. То есть на этих площадях выступают и знаменитые артисты. То есть я хочу сказать, что дети, когда занимаются, помимо школы еще, особенно в форме ансамблей, то есть для них это, для семей это огромный плюс воспитания детей. То есть они начинают более тонко понимать музыку, больше разбираться в искусстве. То есть они другими глазами смотрят на окружающий мир. А как вы сочетаете традиции и вот новые тенденции в своей работе в ансамбле? Вы имеете в виду в хореографии? Да. Ну да, мы стараемся все-таки идти в ногу со временем. Ну, периодически берем мастер-классы. И на протяжении последних 5-6 лет, да, мы взяли несколько мастер-классов, и кавказский танец мы танцуем, и это прямо из Кавказа, это народный артист из ансамбля. Точно так же мы узбекский материал почерпнули. Ну и буквально где-то в апреле месяце потрясающий красивый танец. И премьеру мы сделали в Узбекистане на фестивале. Танец называется «Кочевники». Очень интересный танец. Нам его поставил Ирмек. Мы с ним очень давно дружим. Кстати, даже не знаю его фамилию. Но у него очень такая известная группа в Кыргызстане. Да, и красивый киргизский танец, но в стиле хип-хоп. Поэтому мы стараемся как-то... Чтобы все было в одно, да? Да, чтобы было и нам интересно, и очень интересно, что в Киргизии жизнь не стоит на месте, и что она движется вперед. Вы только что сказали, что в Узбекистане, да, у вас было. А как часто ваша команда выезжает за границей? Как они часто посещают другие страны от имени ансамбля? Ну, вы знаете, вообще часто это, конечно, не получается, потому что все это на средства родителей. Ну, в среднем 1-2 раза дети выезжают. Ну, это каждый год Турция, где-то весенняя поездка. А в этом году осенью, это конец сентября-октября, был очень интересный проект, и мы были более 2 недель в Турции. Это игры кочевников. Они проходили в Изнике. И это СИТЭК отправил около 200 детей, и мы танцевали единую композицию, да, то есть Кыргызстан был объединен единой композицией. И девочки, они были на этом, как сказать, это действие, да, очень красивое. Они построили тоже очень красивый ипподром, это красивые ледовские экраны. То есть, это потрясающе. И там была вся Центральная Азия, много коллективов, все мы подружились, в общем-то, было интересно. А вот в нашем понимании, да, которые не особо знакомы со словом вообще ансамбль, да, оно что-то, знаете, большое, огромное, что-то очень красивое, да. И вот в этот момент я хотела бы у вас спросить, как вы стараетесь, да, сохранить народное наследие, но чтобы в это время не было того, что сейчас только одно современное, но при этом, чтобы всегда танцевали еще и народные танцы, именно наши кыргызские танцы. Ну, вообще ансамбль основан в 1988 году. То есть уже был юбилей ансамбля, ансамблю было 35 лет. И за эти года сложился огромный репертуар. Репертуар – это те программные номера, которые танцуются. Поэтому там, конечно, безусловно присутствуют и русские танцы, и киргизские танцы. Но каждый год хочется что-то новое, и несколько танцев мы каждый год в эту, как сказать, репертуарную программу добавляем. Но программа – это очень такая система, и она поэтому для каждого уровня детей.
То есть у нас очень много маленьких детей, детей берем с 4 лет. Маленькие танцуют и по технике, и по тематике, более детские танцы, а взрослые, вот они уже, ну, уже как профессионалы. Вообще они по 13 лет ходят, с 4 до 17, это вот как раз 14-13 лет. Да? Мгм. И какое обучение или возможности вы предоставляете участникам ансамбля, чтобы помочь им развить свои навыки и артистические способности? Какие мы даем? Навыки. Какие мы навыки Ага. даем? Ну, Участникам ансамбля. ну, это, да, понятно. Детей мы учим, конечно, на классической основе. Мгм. То есть, какие бы стили ни танцевали дети, дети знают, то есть основа всей хореографии, она базируется на классической основе. Поэтому, начиная с 4 лет, мы их ставим к станку, и они учатся, как грамотно делать классические движения. Мгм. И вот я бы хотела в этот момент еще девочкам задать вопрос, да? А с какими трудностями вы сталкивались вот в вашей работе? Были моменты, когда не получалось вообще ничего. Ну, когда не получается, ты пытаешься что-то делать, стараться. И когда тебя начинают хвалить, начинаешь еще больше работать, чтобы, ну, понимаешь, что это надо тебе. Мгм. Да, Вот. то есть ты преодолеваешь себя в первую очередь. Это преодоление страха перед зрителями. То есть, да, вот так вот. Мгм. А есть какие-то такие проекты, либо, может, даже это может быть какой-то фестиваль, да, который повлиял на вас прям как-то очень сильно? Ну вот это, скорее всего, игры кочевников, потому Да, что вот это они- огромный масштаб работы, это разные коллективы, это разные страны. То есть общие знакомые появляются потом Мгм. после этого фестиваля. Новая хореография, это то есть прям новый огромный опыт, который мы получили благодаря этой И поездке. для вас также Да. игры кочевников, да? А помимо игр кочевников, то, что у нас на стране вот происходит? Это 31-й день Да, независимости. 31 Это тоже августа. был огромный, как бы огромное мероприятие, которое проходило в горах Чункурчак. То есть мы там провели огромное время, много часов мы там провели. Ну, то есть Ну, это не зря все было, Да. всем очень понравилось. очень именно. понравилось. У вас как, получается, делится по командам или по группам? Да, по По группам. группам. По группам, да? То есть вы младшие, делите? средние и старшие, получается. Мгм. Вот мы И в старшей группе. Да. И у вас таких не бывает во время такие разногласия, например? Конечно, Бывает, да? Да. Ну, то есть мы стараемся... Сразу говорим, Да. если что-то не Уладить. нравится, да, мы сразу говорим, каждый выговаривается, слушаем друг Свое друга. мнение Да. говорит, да? Да, А над этим как вы работаете? Как, например, много девочек, по-любому все хотят свое говорить, да? А как вы сами над этим работаете? Ну, я хочу сказать, что постоянно на каждом уроке и во время хореографии мы очень много говорим, и я так думаю, что дети со временем начинают понимать, и если, допустим, я с ними, с этими детьми столько лет работаю, то, конечно, уже как бы дети понимают, о чем мы говорим. И я вот хочу еще раз сказать, что ансамбль – это уникальная форма, она детей воспитывает, это и нравственное воспитание. Это такой широкий спектр, вот, ну и они начинают понимать, как себя надо Вести, да? вести, как себя адаптировать к обществу. Вот, ну, в общем-то, вот таких вот серьезных каких-то проблем нету. Но вот то, что дети на протяжении 13-14 лет, что они на моих глазах вот меняются, Ага. и в итоге, да, когда они становятся уже вот выпускниками, у нас с ними такие очень доверительные, можно сказать, отношения. Мы во многом, я с ними советуюсь, может быть, вот так сделать, может быть, вот так. То есть вот как бы я рада, что ансамбль приносит вот такие вот
положительные результаты. И я думаю, что и дети, когда оставляют, уходят из ансамбля, то есть, мне кажется, светлые какие-то воспоминания, В любом случае безусловно, остается. должны оставаться, да. И очень интересно, что в ансамбль у нас очень много детей ходит, по 3 сестры. Вот Вероника сидит, у нее старшая сестра выпустилась в 2019 году, это Ангелина. Да сколько Ангелине уже сейчас? Ей 20 лет. 20 лет. Вот теперь Вероника, и еще есть София, которая танцует еще младше. Да, то есть в ансамбль ходит по 3 ребенка. То есть вот таких очень много семей. А Да. девочкам вопрос, вы с какого возраста уже вы в ансамбле? Получается, мы с поступили 4. да, с 4 лет. Ну, Даже с она на год 3,5. раньше Да, пошла, я в 3,5, да. получается, мне в ноябре исполнилось 4 сразу. Получается, 2008 год. Да, А 2008 я год. в 2009 пришла в 4, и потом мне 5 исполнилось вот в конце. Да, то есть я чуть 2009. раньше. Уже сколько лет вы получаете? Ну, получается, в ансамбле? 14 лет. 14 лет, да? За этот период уже, наверное, ансамбль все как ваш второй дом, да? Да. Да, это семья уже вторая. Да. Да? Да. Ага. И вам такой вопрос. Ожидаете ли вы вообще в ближайшее время какие-то масштабные проекты, которые вы сейчас готовитесь очень так стремительно? Ну да, это наш отчетный выпускной концерт, который состоится 21 июня в филармонии. Вот. Пока подготовка к нему. Мгм. Ну да, это ближайшее. это- Ближайшие, да? Да, то А есть в это- планах? А в планах? Ну, таких вот глобальных вот каких-то нету проектов. Но вообще-то после вот окончания и выпуска девочек, потом мы едем все на Иссык-Куль. Вот, то есть у нас есть традиция, и где-то неделю мы все У отдыхаем. вас, получается, в ансамбль каждый год, раз в год набирается или как? Как у вас вообще происходит набор участников? Ну, в общем-то, это да, группа формируется в сентябре. В сентябре, как, Да. ну, как человек в школу Да. идет, как Да. человек это, да? Да. Ага. А по каким критериям вы набираете участников? Ну, наверное, это идет такой, знаете, практически мы берем всех. Но хореография – это такой сложный и серьезный вид деятельности, и поэтому, если у ребенка не раскрылось желание ходить и учиться танцевать, то есть эти дети, они уходят и какой-то другой кружок, там, в спорт идут или я не знаю. Поэтому как бы вот так вот. А таких очень много, да, которые вот приходят, годами занимаются, потом бросают, уходят, да? Или Нет, даже вы знаете, месяцами? нет, я бы Или не который сказала. человек уже приходит, он прям до конца с вами остается. Нет, на уровне, наверное, года 2-3, то есть детей в ансамбль берут 4, 5, 6, вот 7 лет. Вот в этом возрасте, да, там идет очень, могут дети приходить, дети уходят, и мы как бы и не возражаем в этих процессах. А потом это уже идет устоявшийся коллектив, то есть дети и родители, они поняли, куда они пришли, и так тогда это все продолжается, и красивым концертом, с лентами наградными, и мы им вручаем свидетельство об окончании, да, и они еще получают статус инструктор по хореографии, то есть они могут преподавать в школе, в садике, они могут Это вести. отличное достижение. Да, они могут, Ага. да, они могут преподавать, да, вот в детских вот таких учреждениях. Мгм. А вот еще последний, наверное, вопрос к девочкам. Перед вот когда вы только начинали, как вы себя помните? Были ли какие-то ощущения, что вы не справитесь? Какие у вас были страхи, я бы сказала? Либо наоборот, у вас было ли какое-то волнение перед началом? Да, скорее всего, волнение. Больше Да. волнения и страх, что ничего не получится. Было ли желание вот бросить все, уйти? Да, Да. конечно, было. Был переломный определенный момент, это где-то, наверное, в классе 7, может Да, быть, вот когда эти еще вот как раз переходный 6-й, 7-й возраст, классы, да. когда ты думаешь, что все уже ничего не получится. Но мама говорит: давай, нет, у тебя все получится, иди на танцы. И вот благодаря, скорее всего, да, вот маме,
То, что вот она сказала, да, Заставили И вы уже не до конца жалеете, идти. да? до конца, да. Мгм. Вот это Потому способствовало, что скорее всего. бросать на полпути, наверное, Уже, да, да. не надо. Скорее всего, нужно до конца идти. Да. А что вы можете дать совет нашим вот начинающим, которые хотят вот только приступить, только начать, либо мамочки, которые смотрят там, отдать своих детей? Ну, хотелось бы пожелать, чтобы родители все-таки детей отдавали в нешкольное образование, потому что школа это, конечно, это мало, и почему хорошо хореография, чтобы дети занимались, потому что сейчас есть компьютеры, есть телефоны, где все привлечены вниманием. А хореография – это физическая нагрузка. Ну, я думаю, что и это интересно. Спасибо вам огромное. У нас сегодня в гостях была наша прекрасная художественный руководитель народного образцового ансамбля «Улыбка Соломка» Ирина, отличник культуры и образования Кыргызской Республики, и также выпускницы 23-го года Мирим и Вероника.